Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Превышены уровни воды у Среднеколымска и двух сел Татинского района. Оперативно развернуты пункты временного размещения. В Хандаге подходит к завершению ремонт двух многоквартирных домов. Пожелания жильцов о форме кровли были услышаны спустя 20 лет. Певица Манижа прошла в финал международного конкурса Евровидения в составе команды российской исполнительницы якутянка Юлина Попова. На реке Колыме у Среднеколымска зафиксировано превышение критической отметки уровней воды на 1 сантиметр. Потоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Затопление жилых домов не отмечается. Администрация города ведет осмотр потопленных территорий. Развернут первый пункт временного размещения. В Среднеколымском районе работает оперативная группа МЧС России. Ведутся взрывные работы на затороопасных участках. Всего здесь подготовлено 3 пункта временного размещения. Пополнен запас продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости. Ведутся работы по укреплению дамбы Воинская. Похожая ситуация в двух селах Татинского района. Там паводком частично затопило дворы. По информации Госком ОБЖ Якутии, сегодня в полдень по местному времени в селе Чимнаи начался перелив воды через насыпную дорогу в восточной части. Уровень воды составил 1204 сантиметра. При критической отметке 1155, с учетом дамбы 1260. Частично затоплены 10 дворовых территорий. В домах проживает 38 человек, в том числе 15 детей. У села Харбалах уровень воды составил 981 сантиметр, при критическом – 1000. В селе Чимнаи Татинского улуса 20 мая в 4 часа уровень воды реки Амга составил 12 метров 4 сантиметра, то есть без изменения. Вечером ждем спад уровня воды. Всего подтоплено 10 дворовых территорий и размыто участки муниципальной автодороги Харбалах-Чимнаи и дороги местного значения. За прошедшие сутки еще 110 якутян заболели коронавирусом, сообщила на ежедневном брифинге заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина. Это на 4 случая больше, чем днем ранее. В Якутске зафиксировано 67 случаев, в Мигино-Кангаласском районе 12, в Усть-Алданском 8, еще в 13 районах от 1 до 3 заболевших. В Якутске продолжается массовая вакцинация населения. Для этого открыты дополнительные прививочные пункты. Напомню, все желающие получить вакцину от COVID-19 могут обратиться не только в поликлинику по месту прописки. На сегодняшний день доступны более 50 пунктов. Также в эти выходные 22 и 23 мая привиться можно будет и в городском парке культуры и отдыха. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медстрахования. Перед получением компонента препаратов «Спутник Ви» и «Гамковид-ВАК» проводится первичный медосмотр, после выдаются памятка и сертификат о вакцинации. Врач проводит первичный осмотр, спрашивает на наличие противопоказаний. Это первые 2 недели он не должен был контактировать с инфекционными больными. Также не должно быть какое-нибудь острое заболевание, неинфекционное или инфекционного генеза. Также другие противопоказания, их очень много. Я провожу полный врачебный осмотр, измеряю температуру, конечно, артериальное давление, пульс, также какие-нибудь жалобы, если у него есть. Если нет противопоказаний, он заполняет все анкеты, добровольное согласие и идет к медсестре на постановку вакцины. За последние сутки вакцину получили более 5200 человек. О местах нахождения дополнительных пунктов вакцинации можно узнать на официальном информационном портале Якутии saha.gov.ru. Якутия и Алроса заключили договор о социально-экономическом развитии региона сроком на 5 лет. В Мирном его подписали глава республики Айсен Николаев и гендиректор алмазного гиганта Сергей Иванов. Документ закрепляет сотрудничество сторон при реализации социальных проектов и программ, которые направлены на развитие образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий, культуры и спорта. На это в текущем году Алроса направит 700 миллионов рублей. В период с 22 по 25 годы не менее 800 миллионов рублей ежегодно.
Программу кэшбэка за путевки в детские лагеря запустят 25 мая в России. Она компенсирует половину стоимости путевок. Мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 350 тысяч детей. Ранее наш телеканал передавал, что правительство России выделило 5 миллиардов рублей на реализацию данной программы. Между тем, почти 600 детских лагерей откроют в Якутии в этом летнем сезоне. Охватить планируется 38 тысяч ребятишек. Со следующей недели начнется прием заявок на получение путевок в режиме онлайн. Согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость лагерей должна составлять не более 75%. Предусмотрена работа по двум схемам. Первая – вожатые, работники и дети в течение 21 дня не покидают территории лагеря. И вторая – организация вахтовым методом, то есть сотрудники учреждения должны будут предъявлять каждую неделю справки об отрицательном результате на ковид. Родители могут подать заявление в лагерь на портале государственных услуг. Также в этом году вводится туристический кэшбэк. Это означает, что 50% от стоимости путевки будет возвращена родителям. То есть где-то примерно в течение 5 дней. Но этот кэшбэк можно получить через оплату по сайту, обязательно картой МИР. Безработные якутяне могут устроиться на оплачиваемые общественные работы в республике. Об этом сообщает Госкомзанятости населения по региону. Основные виды общественных работ – это благоустройство и озеленение территории, оказание социальной помощи ветеранам, ремонтно-строительные работы, очистка снега, овощеводство. Средний период участия в общественных работах составляет 1 месяц. Возможно устройство всех желающих от 16 лет. Сообщается, что работники получат зарплату не ниже МРОТ, а также материальную помощь порядка 7500 рублей. Республиканский фонд капитального ремонта продолжает стелить кровлю в 2 многоквартирных домах поселка Хандага. Вопрос строительства двускатной крыши местные жители поднимали еще с 2000 года. И, наконец, в этом году их мечты начинают сбываться. Подробности у Марии Винокуровой. Каменные дома по улицам геолога Кудрявого, 31 и Карпова, 3, построенные в 80-х годах, были наспех введены в эксплуатацию после наводнения 2001 года для пострадавших от паводка. Но на этом беды новоселов не закончились, а только начались. Верхние этажи дома по улице Кудрявого были разобраны, а пол стал служить потолком. Каждый год квартиры заливало ливневыми дождями, а весной от таяния снега. Руководство ТСЖ «Новой» своими силами пыталось решить проблему, но потопы только усиливались. Многочисленные хождения по разным инстанциям помогли жильцам добиться передвижки очереди на капремонт дома с 2040 на 2019 год. И в этом году мечта стала явью. Мокрота, вода, то, что вот 12 лет она капала, все она стоит там, внутри дома, квартиры, во весь комнатах, на кухне, в детской, в зале. Так что это мы очень рады, очень даже рады, даже потанцевали мы от радости. Спасибо! На сегодняшний день уже завершен ремонт крыши дома по улице Карпова, 3. По проекту с новыми водостоками, ограждениями, снегодержателем. А на Кудрявого, 31 работа идет полным ходом. Здесь уже не капитальный ремонт, а строительство крыши. Каркас новый поставили, стропилы новые поставили там. Желоба, водостоки все установили, шахты вентиляционные все установили с утеплением. И сейчас это ведется работа по обрешеточной части вот это. После обрешетки строители приступят к укладке листов металлочерепицы. И в начале июня все работы будут завершены. А жильцы наконец-то обретут в буквальном смысле крышу над головой. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Якутские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, которые планировали верхом добраться до городов Европы, теперь отправляются в конное путешествие до Москвы. Этот путь они посвятят столетию якутской автономии. Согласно расчетам, сделанным вместе с Русским географическим обществом, путь займет около 2 лет. Однако путники рассчитывают приехать в столицу к лету следующего года. Путешествие верхом протяженностью 15 тысяч километров – испытание не только для человека, но и экстремальные условия для якутских лошадей. Намерение и вообще тот замысел всех аймяконских жителей Аймяконского района доказать силу, мощь якутской лошади, не только лошадей, но и людей,
якутского народа. Это много стоит. Я надеюсь, что все пройдет нормально, и мы будем следить за их продвижением. Певица Манижа прошла в финал международного конкурса Евровидения. В этом году он проходит в Роттердаме, Нидерланды. В составе команды российской исполнительницы якутянка и Юлина Попова. Вместе они исполнили песню «Russian Woman» – «Русская женщина». Своими эмоциями и впечатлениями Юлина поделилась с нашим корреспондентом в Москве Исеной Бурнашовой. Хип-хоп с русскими народными мотивами. Выступление Манижи и ее команды покорило жюри и слушателей по всему миру. По итогам голосования Россия, выступившая под 3-м номером, попала в десятку финалистов. В центре внимания и громкое название песни «Russian Woman» и эффектное платье Манижи. Кстати, лоскутки для этого костюма присылали женщины со всей России. Проект с платьем просто, это такая бомба. Там есть якутский кусочек, знаете, да, в этом. Это было так приятно, он где-то вот здесь, вот прям на видном месте. В национальном Бастыня по бирюзовой ковровой дорожке прошлась и сама Юлина. Покровчанка, выпускница Высшей школы музыки, участница шоу «Голос» и «Главная сцена». Она работает с Манижей уже 1,5 года. В интервью якутянка восторженно говорит об атмосфере Евровидения и о том, что еще 6 лет назад видела себя на сцене этого конкурса. В 2015 году я смотрела выступление с Полиной Гагариной, мне было тогда 23 года, и можно сказать, что я свизуализировала такой момент. И я увидела себя в таком длинном платье. Я вспоминаю этот момент 8 марта на нацотборе, когда на мне было такое похожее платье на рясу. Вот этот момент. Прикольно, что так бывает. Многомиллионная аудитория, эйфория звуков и голосов. Евровидение проводится уже в 65-й раз. В 2020-м из-за пандемии коронавируса престижный международный конкурс не состоялся. Поэтому на этот год возложены большие надежды и участников, и зрителей. Мир буквально замер в ожидании заключительного этапа конкурса. Уже 22 мая в эту субботу в Роттердаме состоится финал Евровидения. На сцене встретятся участники из 26 стран мира и поборются за первое место. Согласно жеребьевке, Россия выступит в первой части финала. Старт выступлений запланирован на 10 часов вечера по московскому времени. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Роттердам, Москва. Далее смотрите программу «Якутия Лайв». Тема «Ремонт и перекрытие дорог в Якутске». Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.